Господин примар, начнем с вас. Вы знаете, что в глазах людей все, что делается в городе, и плохое, и хорошее, за все отвечает примар, да, и виноват всегда тоже примар. Что бы вы могли ответить жителям нашего города, которые уже много лет живут в условиях таких неприятного запаха, и какова реакция местной власти? Я думаю, что в примарию тоже поступали эти жалобы. У нас с 2015 года вступил в должность примара. Значит, проблема была первая не с очистными, а первая, самая главная проблема, которая была в 2015 году, это высокие потери воды, которые поступало с Чекмаданского водозабора. Это было 73-75% потери воды. Пошли активно строить новые водопроводные сети. Сегодня это меньше 50, поэтому и сохранилась та цена, которая была в единственном городе. 16 плюс, то есть 33 лея у нас вода, канализация. Для сравнения в Аргееве 53 лея. Вы чувствуете разницу? Это все благодаря тому, что было построено более 50 километров новых водопроводных сетей. Это второй вопрос, который возник тогда, это дренажные системы. Мы с вами снимали тогда в районе Московского. Из-за того, что у нас много лет никто не строил канализационные сети, естественно, подвалы от септиков были заполнены не в 3 домах, а в 500 домах. Люди закрывали практически тогда дороги, и проблема с дренажными системами тоже решена. Сегодня в этих районах все подвалы сухие. Впервые люди могут войти в саму. Дальше перешли. Это за Елпуговым, да? Нет, это в районе Московской. Да, снимали даже средства, тогда вся страна. Немного забыли, слава богу, эту проблему, потому что она решена. Следующая проблема, которая у нас тоже была на повестке дня, это, конечно же, канализационные сети. И в первую очередь это дренаж, это коллектора в центре нашего города. Если вы помните запах тот, который был в 2015 году, и сегодня это просто огромная разница. Да, и отмечали об этом наши жители. Нам повезло то, что запах дошел до 2-3 этажа исполнительного комитета. Потому что деньги находятся не на местном уровне, они находятся на региональном и на республиканском уровне. Проблема находится на местном уровне. И нам тогда повезло, тогда пошло первое выделение средств. И были построены 2 коллектора. Это начиная с геофизики и до главной насосной станции. Когда мы уже перешли к строительству очистных сооружений, получилось так, что без стока воды, которая должна поступать из города, они также не могут работать, потому что их заполняемость, то есть работы очистных сооружений должна быть не менее 50%. Зависит от сточных водов, да? И нам пришлось начинать строить канализационные сети. Покрытие нашего города было 23 или 25%, это как очень мало. Сегодня это процент более 50 построено в районе Танка, новые канализационные сети, в районе Заречья, в районе Геофизика. Это все новые канализационные сети. Сегодня у нас они уже поступают на очистные неработающие сооружения. И сейчас следующий этап, которым мы также занимаемся, Всемирным банком, где мы подписали соглашение. Речь идет о той сумме, которой нет в Примарии, комрад. Эта сумма может быть только... О какой сумме, если там можете назвать? Общий проект около 7 миллионов евро. Если в свое время вы помните... Если в леях это... Это сумма такой, которой нет ни в одной Примарии. И эта работа у нас идет. Немецкая компания, которая выиграла первый этап тендера, сделала обоснование, то есть строительство очистных сооружений, потому что любой европейский проект или Всемирный банк в первую очередь спрашивает обоснование, кто должен подключаться. И тут уже они, получается, не совсем муниципальные очистные сооружения, они будут региональные, потому что нельзя строить очистные только на Камрад. Поэтому тут будут подключены и Кирсово, и другие. Они уже завершили эту работу. Следующая работа, которая проводится по строительству очистных сооружений, это уже конкретная фаза. Тогда уже подходим к тому, что нужно объявлять тендер. Объявлять это не Примария, Камрад, это все через министерство. В какой период этого планируется? Как это Они долго завершили будет первый этап обоснования. Сейчас уже в этом году подходят к... уже, потому что идет и проектирование, и строительство. У них немного по-другому делается. Те проекты, которые мы делали, они к ним не подходят. Они делают и проект, свои и проекты по европейским стандартам, поэтому там сумма и большая. Если нам нужно было бы самим построить очистные сооружения, нам хватило бы, к примеру, там 2-3 миллиона евро, то есть не 6-7,
но есть другие стандарты, другие технологии. Но мы И привыкли кроме этого- лопатой копать, поэтому Да, так дешевле поэтому получается. этот вопрос, он из Сороки в том числе вместе с нами, потому что стоки из города в НЦП Сороки текут прямо в Днестр по сей день. И А наши стоки текут в Ялпуг и дальше нашего Дунай. города. То есть они меньше наносят вред жителям муниципия Камрад, больше вреда они наносят кирсовчанам, Кангазы и так далее, у которых тоже нет очистных сооружений. И для справок для наших жителей, что у нас 26 населенных пунктов в Гагаузии, никогда не было приоритетом строительства очистных сооружений. Наоборот, выгнали, если вы помните, в 10-х Я годах как раз помню. выгнали тех людей, которые пришли строить в Камрате. Почему так произошло? Вот Потому я что так- политика выше, чем очистные Вот. сооружения, Вот. поэтому у нас их и нет. И когда особенно читаю какие-то посты представителей исполнительного комитета или края мечты, меня, конечно же, это очень сильно разочаровывает. Это люди, которые пришли с проектом «Край мечты». Как может быть край мечты без очистных сооружений? И они даже не начали. Кроме этого, мы не можем получать даже контрибуции. Для того, чтобы мы могли что-то строить, нам нужны контрибуции. Хорошо, И в этом плане Сергей- тоже. Поэтому процесс строительства очистных сооружений, он продвигается дальше через министерство, все через нашу страну. И те контрибуции 3%, это огромная сумма для нас, они тоже берут на себя. Потому что они понимают, что с исполкома мы эти средства не получим.